Вот такие газовые баллоны для обеспечения одного из главных коммунальных благ в доме Хасу Барчишвили приходилось покупать часто, а это, как известно, небезопасно для жизни. Теперь к его дому протянули газопровод. Все благодаря программе дегазификации. О ней он узнал от самих газовиков. Домой, кях досок, фукях дах деца, цара сога, объяснитер домой земельный кях отхалдец, ан кях отхалдец. Так шорты гула, вон се кях гула, да, полностью собрать, да. Заявление дачелер, даченчел, да, бот, да, сон цара с газ ачелер. Газ yola şöyle algıytımız. Çor yazdı. Газ закона хахалесаги. Цахалчда дац. Программа дегазификация, действующая в стране с 2021 года, помогает бесплатно провести газ до участков собственников. Здесь, на улице Архангельская в Назране, газопровод тянется на 500 метров. Теперь подключиться к нему смогут не только Барчишвили, но и более 40 домовладений по всей улице. Главное правило: для проведения трубы населенный пункт должен быть газифицирован. Если населенный пункт газифицирован, не имеет значения расстояние от газопровода и технические моменты, и все это ответственность лежит на специализированной организации. У нас даже был такой случай, что мы для одного абонента прокладывали газопровод более 1700 погонных метров. Средний срок подключения АО «Газпром» Назрань составляет 95 дней. Зависит от расстояния. 500 метров величины, 100 метров величины, но средний срок 95 дней. Всего по Назрани и Назрановскому району по программе дегазификация принято более 300 заявок. 200 уже проведен газ до границ участков. В целом в «Газпром» по республике поступило порядка 900 заявок от потребителей. Более 700 абонентов бесплатно уже подключили к сети, а 200 пустили газ. Важно, чтобы в каждом доме голубое топливо провели профессионалы для безопасности самих жильцов. Для этого нужно лишь подать заявку через один из клиентских центров «Газпрома». У нас в каждом районе расположены клиентские центры, он может подать заявку непосредственно у себя в районе, в нашем клиентском центре. Также единым оператором, и также есть официальный сайт единого оператора газификации «Коннект-Газ». Он может официально через у себя дома подать заявку на догазификацию. Также еженедельно у нас выезжает мобильный офис по сбору заявок, чтобы нашим гражданам было легко, не выходя из дома, подать заявку на догазификацию. После того, как рабочие проведут газораспределительную сеть и линии границам участков, собственникам необходимо будет лишь позаботиться о внутренней сети, приобрести оборудование, подготовить дом к пуску. Впрочем, подвести газ прямо к дому тем, у кого нет возможности, поможет программа субсидирования, стартовавшая в этом году. Министерством энергетики Республики Ингушетия издан приказ. Этим приказом предусмотрено субсидии 9 категорий граждан. Туда входят, например, участники СВО, многодетные семьи, будет компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Это покупка газового оборудования, строительство сети газопотребления. Все это работа делается внутри границ участка. То есть по программе догазификации мы подводим до границ участка, а субсидирование уже внутри границ. Чтобы газ провели до дома, потребителю нужно предоставить ИНН, паспорт, документы на дом и участок. А чтобы принять участие в программе субсидирования, заявителю нужно обратиться в Министерство энергетики и ЖКХ региона. После рассмотрения заявка оттуда направляется в «Газпром». Дана Плива, Сулейман Костоев, Новости 24.